коль наші хлопці там ремонтують потиху, давайте-ка трохи ваші голоси проверять. Добре, тільки спочатку. Білоруський палець дека. Ви повторяйте за мною. Білоруський палець дека. Поважаний чоловік. Палець в'язня узгадай. Словом справай підтримай. Сябры, я не ведаю, што здарылася, усім прывітанне. Чаму адрубілася трансляцыя папярэдняя, не ведаю. Было раптам пацямнеў экран. Будзе край багаты, калі хочаш добра жыць, трэба волю бараніць, і надыдзе той момент, будзе годны прэзідэнт. Да, будзе годны прэзідэнт, ага. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Коллега поехал мой. Гэта Ўрослаў, паважанае гаспадарства. 25 сакавіка. Дзень волі. Свабоду не аддасць ніхто нам. Цікава. Да, Оксана, здорово. Поломался мой стримак. Ну, это не моя вина. Ну, что-то с телефоном. Я сегодня с такого телефона веду, не с айфона. Бо дождь шел. То поставил танный бюджетный Redmi. Но зато микрофоны ваши, бачишь, как валят? Все добре чувать. Так, нехай буде до історії. Да, я ведаю организатор. Нет, я не ведаю, кто организаторы. Они все в масках. И нават толкали эти речи в масках. Вот я даже это комментил, но мне так это дивно. Зачем усатый поехал в Северную Корею? Понятия не имею вообще. Вообще понятия не имею. Я вам скажу, что так як з метро, американец, я не могу на питання відповідати, тому що, ну, не ведаю. Ось. І шмат чого я, ну, насамрэч не розумію. Включил Белсат, там вечерка и Кучинский, сразу отключил ту ганьбу.
тут неяк прыемнее атмасфера. Ну, калі ласка, сябры, я запишу, каб гэта было для гісторыі, няхай будзе. Вось. Няхай будзе. Покажу вам Вроцлав. Вось, может, кто-нибудь подойдзе, поразмаўляем. Ну, я вам скажу вот широ, что люди, ну, такое ураджанне, ну, как-то непонятно. Настрой, может, это праз погоду такие незразумелые. Шмат кто в масках, разумею. Да, Оксана, город вельмі прыгожа. Люди у масках усе. Лекцию зачитали, чтобы никто никого не здымал, не фотографовал. Ну, кольки вернется, на мою думку, я думаю, что пенсы, скуфы такие, как я, усе вернутся. С молодежи. Тут же еще есть який момент. Момент того, что дети ходят у школу, дети, тут зусім у школах іншая атмосфера, это, мне кажется, бацькі, потому что я тут дружу с Миколой, с одним. Микола, у яго двое деток, яны от школы там без ума. І ходять, і по-ангельски размаўляюць, і ходять у музыкалку. Ну, і он паўсюль з імі, просто бачу на моих... І мне хто іншыя казалі, а што мы поедем? Яны тут ужо все привыкли, мову вывучылі. Ну, детки ж хутка вучаць. Ну, і шчыра кажучы, а што будзе у нас у Беларусі? Што у нас будзе у Беларусі? Праз колькі лет гэта все скончыцца. У нас же в Беларусі, ну, напрыклад, ну, сдохнет Лукашенко, да, и что? И что, это мы все вернемся? Нет. Это должны так скласціся карты Украина, Иран, все гэты Трамп, чтобы нам можно было вернуться. И навряд ці гэта будзе. Так, у тебе в Фейсбуке разборки пошли с Кнуровичем? Да нет, нет, а что мне с ним разбираться? Просто что я ж напомнил, нагадал людям, что он казал одно про Мельникову год тому. Сказал, он что сказал? Он поравнал Мельникову с забойствами, ну, яе выкрыццё з забойствами Захаранка и Гончара, да? Ну, уявляете себе, да? И сказал, что мы праз годы, может, что нечто там узнаем про яе. Вось. Они же там все яе отмазвали. Вось. А зараз, кажа, сложился, все, типа, я так и казал. Все, и он уже по-іншаму кажа. Ну и, ну не знаю, калі вы за гэтым там глядели, бачыце, он вельмі любіць сказать, вы врете, вы лжете. Что я лжу? То, что он приезжал на ту такую и вел панель политзаключенных, там еще к нему даже Кабанов подходил. И думаю все, что политзаключенные. И мне подкинул Дима Американец этот скрин, где он написано политзаключенный этот. Ну это ж не я зрабіў. А многие шматно думают, что он политзняволены были. И он также себя преподносит, что он критиковал, типа там Луку, его политично заховали. Но он не расповедает, что он с ними был в одной теме. Вось. Пытанне, ці ёсць куды вяртацца? Режим конфискуе паціху маёмасць. Ну, не, вяртацца, ну, я скажу, что все равно лепш памерці у сябе у доме, понимаете? Вы были, не были, зараз нагадаю вам, я просто распавядаў, да, про Анатоля Федорова. Его ж 23-го был у меня на эфиры, и взял его инсульт, карацей. Вось он до сих пор знаходится у лекарні. Позбавился он того хостела, где жил с неким хлопцем. Хлопец оттуль з'ехал, и его оттуль попросили. И вось он весь гэты час у больнице, им займается дар лёсу.
Ось, это Федаронак і это Олеся. Ось, сказали, што нібыта яны яго прыстрояць і будзе ён ляжаць у польскім гэтым, я не памятаю, як называецца дакладна па-польску. Будзе ляжаць ён у польскім доме ў гэтым. Его паралізаваны на палову, блин, одна частка, он уже сам, ну и что, ось, так померці, блин, ну кто хоча, блин. А что? Ну гэта такая рэальнасць. Ось. Тут мы чужие, да, дакладна. Нет, те, хто помаладзей, яны тут яшчэ адаптуюцца і как бы нормально атрымаюць грамадзянства, будуць уплываць на выборы, у выборах прымаць удзел, можа там будзе нейкая супольнасць, можа будзе Латвія. А тым, хто такія, как я, што тут рабіць? Што тут рабіць? Да, гэта чужы край, іншы. Мы тут чужыя. А ён, Аксана, збор, ён не хоча рабіць. Ось, кажа, ніколі не рабіў. Не мне, кажа, это я размаўляў з Дара Лёса, ему там нейкую пенсію выбілі. Ну, все роўна. Ну, а чым я яму магу, напрыклад, дапамагчы? Ну, чым я яму дапамагу? Нічым. Ось, дарэчы, сябры, вельмі зараз, ну, будзе хутка вельмі цікавыя падзеі. Тут прыехал адзін былы палітзняволены. Карацей, да? Сам ён з Брэсцкай вобласці, я з ім учора размаўляў. І ён, короче, не боится гаварыць, паскідвал мне файлы разговоров з фундацыямі. Вось, што яму абяцалі спачатку адно, у яго вялікія праблемы са здароўем. Не факт, канешне же, што ён іх набыў гэтыя хваробы ў турме. Ну, понимаете, потому что его такая там, ну, хвароба няма одной конечности, это было с ним до тюрьмы. Но тем не менее, да, вот, если тут же пытанне ў тым, што яны абяцаюць, што сістэмы нармальнай нет, яна не продумана, вот. И там, значит, прям присылают мне скрины, что ему говорят одно, потом кажуць, мы вам гэта не зробім, і там у яго есть вельмі цікавая размова з жанчынай, з фундатаркай. Вось. Я ў бліжэйшы час его запрошу на эфир. Ну, ён сказал, что можа жонка ему там как бы не дазволіць, то ён не пойдзе, но гэтыя матэрыялы он даст мне выкарыстаць. Ну, там просто, ну, как бы, ну, гамон. Выбирай либо то, либо то. Ён выбірае то, потом ему кажуць, мы вам гэта не зробім, гэта вельмі дорага. У нас таких грошаў няма. Что самое прикольное, ось там такая цитата, просто вообще огонь. Вы сделаете сбор, сердобольные белорусы вам соберут. И он такой говорит, да, бля, да мне не надо, чтобы собирали. Сколько вы мне скажите, кажа ей, ну, телефонная размова, сколько на мяне положено грошаў, сколько мне дадать. Она ему не говорит ничего. А вот, ну... Понимаете, да? Ну, короче, там такие красамоўныя размовы. Если он выйдзе до мяне ў эфир, и он такой не боится, я так разумею, что он вельмі такой, ну, смелый, не смелый. Я думаю, что вот мне подается, что он просто заможный чел, у которого были гроши, и он вообще ничего не боится. Ну, вот в таком плане. Вот. И калі патрэбна, давай. О, в смысле, калі мне положено, давайте, калі не, ну нет, ну тогда, ну, растлумачце. Тут же вельмі важна празрыстасць. Вельмі важнасць празрыстасць. Да, белорусы, раскиданы по всему свету. И державы, блин, няма, и не было, и николи яе, бля. И вот так вот, блин. Как думаю про этого Анатолия, блин, а что он один таки, а кольки таких, а кольки уже померло, а кто там казал, что кто все там стоит у Варшавском переходе, казала тоже с Америки Василина, что сколько их померло уже. Оксана, дякую за донат. Слухай, Оксана, можно тебе попросить? Можешь паспрабаваць зайти по этому QR-коду, як ён працуе? Это такая польская штука для творцев. Я сегодня полдня ее ладил. Там она такая называется кофе-бой или бой-кофе, да? Там 1 евро, 2 евро с половиной и 5. Ну, ось, ну, можешь паспрабаваць, як яна працуе, а?
Держава есть оккупованная режимом. Да, держава есть оккупованная режимом. И что будет с этой державой потом, непонятно вообще, непонятно. QR-код, да, QR-код. Ну вот просто цікаво, вона працює или нет, просто щоб ви проверили. Я повторюся, что я выклал, значится, фильм на польском языке про то, как американские сябры мне купили машину. Вот, я написал в Ужонт скаргу в отдел по правам потребителя. Вот. И погляжу, что будет. И кинул клиш, что яны... Ой. Каб люди, которых яны яшчэ киданули, ну, в смысле, обманули, что думаю про заяву Статкевича и про Ждунов. Ну вот, честно, могу сказать, но я боюсь, что не сподобается. Что, вы домой уже? Да? Здорово, малая. Здорово. Здорово. Ось, я ось розповідав про їх, ось зараз вони з дітками йдуть домой. 3 діток у них. Куди вони вернуться? Нікуди вони не вернуться вже. Я думаю про эту заяву, что ну, он как бы с одного боку типа має рацію, а з другого боку, чому їх не було? Чому їх не було? Вот их чому не було? Чому вони були всі у тюрмі? Вот это у меня вот большое питання. Вот. А то все виноваты. Так а вы где были? Вы где были? Я ж уже казав ранее, что калі памятаеце, да, там казал і Афнагель, казал і яшчэ там, яны любяць казаць, што мы ўсё гэта рыхтавалі, і вот мы ведалі, што ў 20-м годзе будзе такі выбух. Ну так, калі вы ведалі гэта, так чаму тады вы не схаваліся да часа Х, чтоб выйсці і узначаліць калону? Чаму? И у меня есть так само простый отказ на эту справу. Потому что лепей переседзець, потому что если узначалить эту тему, ну, самі разумеете, что Лукашенко зрабіў. Это я тады не разумеў гэтага, да? Я думал, что посижу там 2 месяца в турме, как Белый легион, и выпустить. Но ось. Не дбали об особистой бяспецы? Ну, слухайте, простые люди могут не дбать о бяспецы. А ты, кто делает такие заявы, и ты, кто себя декларуют лидерами, которые все ведают, да? Или, например, вот как этот, кажа, як его, Мацкевич, да? Мацкевич кажа, что вот, я знаю, что делать. Блядь, так а что ты раньше, чему ты раньше тогда не робил? Чему ты раньше не робил то, что ты знаешь? Он зараз каже, мы зробим эту координаційну раду. Бля, как вы ее зробите? То есть он знает, как зробить координаційную раду, которая полностью дискредитованная. Я вось увогуле широ кажу, что я думаю, что зараз усё гэта развалится и Света поедет во Флориду. Ось у меня такое прошивание. И в Украину ей не позвали. И то, что вось зараз вось гэтые ж палітзняволеныя, которые выходят, это же для них гамон. Вот этот хлопец, который Саша, если он со мной выйдет в эфир, и он даст триггер, что другие пачнуць, потому что реально на конт гэтага трэба, ну, згуртавацца. И гэтыя праблемы трэба казаць. Колькі людей з закрытымі ртамі засталіся с рюкзачком за плячыма и с $300, что им там дали на житло ў новой краіне. А где? А где? Яны ж, ну, не справаздачацца. А гэта, если он с ним у нас все срастецца, мне просто трэба, чтоб хтосьці, ну, про гэта пачаў. Потому что колькі людей мне казали про стоматологов, что стоматологи там робяць. А вось, напрыклад, ён кажа, гэты хлопец, кажа,
Я стоматологию зроблю у своего там сына. У меня сын стоматолог, а его сын в Польше учился на стоматолога. А яны кажуть, нет, только мы, только у нас. Так он говорит, а как у вас, блядь, у вас только украинцы. А я хочу там, а мы там не можем. Он говорит, а почему? Почему это вы не можете? Что-то она ему сказала. Это телефонная розмова. А яна сказала, типа, яны не працують. Яны не працують, типа, они только кэшем працують. Короче, дело было в кэше, в деньгах, в способе оплаты. А он каже, вы что, издеваетесь? Тут везде все можно, как хочешь, так и плати. Вообще никаких проблем нет. То есть, вы понимаете, то есть, и что с этого всего, что мы доведаемся. Кольки... І ось я гляжу зараз, Белсат пачаў актыўнічаць гэты Байсол. Стали какие-то типа клипы робить. Смотрите, я могу пригласить Рогатку в эфир, я могу Костюгову пригласить в эфир. Я просто сяду, хорошо, я всех приглашу. Ось. Проверила, Оксана, дякую великий. Это крутяк, потому что это такая штука нормалевая, 5 злотых вообще отличная. Я там минималку поставил. Ось, так что поляки может так само поглядеть гэтае кінцо. Ось, сябры, ось скончылася. Зараз будет там нейкая сустрэча ось как бы... Подождите, зараз я погляжу. Знаете, что по программе, сябры? Зараз я гляну. По программе. Тут такая программа, как будто, День города в Бресте, да? В тучные годы Лукашенко. И то. А завтра, на 3 дні свята, блядь. А что святковать, блядь? Что святковать? Реально. Сори, да, вот как бы есть эта дата, да, она хорошая, да, это наш флаг. А что святковать? Что святковать, блядь? Что? Неведомо что. Сейчас я просто вам как вы поглядели, какая будет программа. Как разумели. Так, программа. Ой-ейку. Глядите, программа. Это первый день. День воли. Так, марш с нагоды. Вось он был. Плац Вольности, сбор. Концерт группа «Промень», «Луч». Вот он только что кончился. Потом 3 перформативные читания 18:30. Бо гэта ёсць маё тело Ганны Комар, режиссура Андрея Новика. Вообще не понял. 19:22 200 Светланы Дзядовой, режиссура Крыштафа Копки. 20 слон. Пасля чытання открытая размова з удзелам публіку, якую правядзе Генрых Мазуркевич. Зала театра лабораториям институту. Так, уваход бесплатный. Настольная гуйня «Повстанцы». Так, 19:30-22. Костюшки 35. Регистрация. Вот 26-е. Концерт Олеся Денисова «Дитюки». Паб «Салонік», улица Бронеборского. Уваход вольный. Донаты вітаються. Вот 2 дні. Ось такое свято. Ось. Оксидант, привет, здоров. Дякую тебе за донат, Оксидант. Ты у нас у Белостоку не бачыў, але і у нас беларуская нацыянальная меншасць жа ж тут. В смысле, я в Белосток, я ведаю, што гэта беларуская была тэрыторыя, там шмат этнічных беларусаў жыве. І там і гутарка, і там я там калі ездзіў по мяжы, там калі там в Польшу ездзіў там на закупы туды-сюды, то там архітэктура падобная такая і шмат там гэтых царквей, я маю пад увагай праваслаўных. Мы уже превратились в змагаров со змагарами. Тут же гэта ж Оксидант, усё так оно и есть. Усё ж так и есть. Ось люди хочуць, как бы, шмат же хто, яны былі заўсёды нібыта ў барацьбе. Типа яны, блядь, оппозиция, да? Вот этот пивной барон Отрощенков, он же где-то там давно сидел в тюряге, его на Витьбе. Отрощенков, пивной аналитик с Реформбая. Ось. Это просто что полізняволеных таких было мало. А так вот все эти там Вориховы, Шмориховы, яны постоянно были в теме.
С 2008 года освоиваліся заходнія гэтыя гранты на движ, на беларускія. Там был Ягоров. Ягоров книжку написал, як, ну, типа, ну, я так утрирую, выманивать, да, як, типа, отрымать гранты от заходних там партнеров. И вот, и они пилили тут столько лет, ну, понимаете, и они вот за это, как вам сказать, ну, чтобы вы меня правильно поняли, они были в теме. И тот же Лосик, и тот же Пальчес, да, они сидели на этих грантах. И они не думали, что они попадут в такой карикокос, понимаете? А их поэтому, я не говорю, что это правильно, но поэтому их Лукашенко и лупанул за то, что они брали, жили на эти бабки. Это неправильно, ну за это нельзя сажать, но это как бы его мотивация, в моем понимании. Вот. И что они будут делать? Тут сейчас просто, что эти потоки стали немножко меньше, сайт перестал. Я свою версию выказываю, может, там у меня такие мысли блытанные, да. Тот же Беспалов, да, который говорит, вот, я с нормальными блогерами буду брать интервью, там у Дитка, там у Пальчеса. Вот, это для него нормально, потому что они там все тусили. И то, что я вот вельми этого Лосика там шкодовала. Что Лосик, он кореш вечерки. Он, вечерка ему дочку крестил. Они вместе на свободе давно тусовались. Понимаете? И для них это реально, для многих это просто работа. И за этим больше ничего нет, только бабки. Как хорошо сказал Паук. Я выгорел, но мне платят бабки, я делаю. Вот и все. А если бы этого не было, им-то, получается, и Беларусь-то, ну, нахера. Ну, я так думаю. Потому что, ну, нельзя за чужие бабки, за бабки Запада робить вызволять свою країну. Как? Как? Если тебе дают гроши, ты повинен их отпрацовывать. Ты повинен делать стоя, ты повинен виконувати мети. Тебе ж з метою видають гроші. Ну, хто дасть гроші? Ось Кабанов казав, ось мені дали гроші. Там. Кто? Зачем Кабанову давать гроши? На что? Что, просто потому, что он хороший, там какой-то типа челик, который там полностью с этими с ментами связался, перевязался. Ну, кто? Нет, конечно же, он должен, все, Лебедьки, Шмедьки, Голубаревичи, они все должны делать. А то, что это они нам дают на демократию. Нахера им давать на демократию? Нахера? Вот. Они дают вам, вы на эти деньги живете, жили. Вот, а сейчас уже как-то стало неудобно, вопросы задают. И вопросы же абсолютно легитимные. А то эти доноры должны, типа, мы должны донорам отчитываться. Нет, не должны. Донорам вы должны отчитываться, но вы же берете под нас деньги. Вот. Блин, 100 раз уже это говорю. Так, сябры, ну что, я смотрю, что тусач расходится, она 70 человек. Так. Погода дрянная, да. Пальчес постоянно отмежевывается от них. В последнее время вообще сказал, что больше не будет участвовать в замагарском движе. Ну так правильно. А что участвовать? Вот, поучаствовали. Все оказались тут. Что вы думаете, они хотели тут быть? И что, вы думаете, что там сейчас им будет тут так четко латфа? Финансование прикрывается. В таких размерах, как было, как раньше они там привыкли. Я вот, кстати, смотрел, тоже заходил, я ж просто работаю с этими сейчас фундациями, с искусственным интеллектом, Рада, там, где вот Ворихова сейчас типа главная, постоянно выделяют на какие-то проекты деньги. Постоянно там. Пускай там немного, но они к этому привыкли. То есть там каждый из них там работает в нескольких фундациях, понимаете? Оксидант, ты что, ты нечаянно опять мне нажал на донат? Ты что? Спасибо большое, конечно. Ну, себе оставьте, ребята, вы что? Вот. Они привыкли на этом жить, и поэтому, а сейчас тут, а как? А тут кто-то что же хочет и домой, а что тут делать? Тут же надо работать. А если это все скончится, и как ты будешь? Ты ж ничего делать-то не умеешь. Что умеет делать тот же дедок? Да нифига. Что, он какой-то аналитик там крутой, ты что? Ну да, он может поумнее, чем я. Ну, але все равно этих аналитиков, которые подпевают офису, их целая команда.
Ну и кому? Они ходят с одного эфира на другой. Ну, ось. Ходят с одного эфира на другой. Ну, я вам скажу, что на вахту у Куропатах я ездил, я ничего ничего не отрымал. Ну, в смысле вообще, и у меня и мыслей не было вообще никаких там, чтобы какие-то там получать деньги за какие-то вахты. Ось. І ось я казав, що у гэты выходныя будзе у нас размова про Василя Телогрейкина, Александра Кондратовича, который умер 2 года назад, у которого был Телогрейкин и Ко команда. Вот, открытый пример. Мы, кстати, готовьте пытание, поспрашиваем у этого чела, как они могли организовать такие такие эффективные, который начал переламывать отношения милициянтов до тех, кто ездит на машинах. Ну, яны ж гэта начали робить, их же никто не финансовал. А эти что могут заработать, которых финансуют миллионов? Вообще ничего. Вообще. Что когда момент пришел, такой, когда можно было что-то заработать, все посели у турму и уехали. И все. И все. И водили по дворам. Потому что я ж кажу, я ж до гэтага тоже там, ну, не дотямил там, ну, не так давно. Тоже думал, от чему так. Ну я ж-то просто челик в плане, просто единица, просто солдат. У меня там не было таких думок. Что типа как это? Я многого не понимал. Я вот скажу широ, і я про Бабарику я так само не разумел. Это я вот зараз бачу, что ну вот докладно Павел Усов докладно патлумачыў про яго. Да? Все как бы цалкам логично. Ну. И про тых все, ну, как бы так тоже разумеешь. Ну, про все это, про весь гэты движ, бачыце, это только люди, ну, а что делать? А вот что насамрэч рабіць? Что рабіць? Как людям жить вось тут, объединовываться, допомагать одно одному, что правильно? Праз колькі год, калі ты уже станешь громадянином, обывателем там этого панства, чтоб суполка уже, ну, калі будет много белорусов, это же много голосов, то бок тогда уже до их будут прислуховываться. Ось. Ну, пока вось, я думаю, может, неким чином Прошу? Co А нету гадом со своими визурами. A o czym? Co? A o czym? Окей, dzisiaj jest święta. Święta Dzień Wolności Białorusinów. Białorusian, tak. I ja ось tam z nimi gadam, со своими tymi subskrybentami, rozumiesz? A, okej. Tak, oczywiście, że rozumiem. No, u mnie jest ziemia białoruska. Tak? No, u mnie, korzenie. Mogę ciebie pokazać ludziom? Nie, po prostu gadamy, to niech popatrzeć, no, z kim gadamy. Czy ty... No dobrze. No, to chodź tutaj. Oni w Białorusi? Chodź tutaj. Nie, Cześć. kto gdzie? Cześć. Jakie masz na imię? Marcin. Marcin? Jesteś muzyką? Tak, jestem muzykiem. Rock'n'roll czy heavy metal? Uliczny punk rock. A, punk rock? A, ty tu grasz? Czasami. Czasami? Masz pieniędzy za to? Tak, po prostu... No, nieskolka. A? Nieskolka. A, несколько? Чуть-чуть. Nie, możesz mówić po polsku, to wszystko Ciut, trochę mam pieniędzy z tego. Ale nie jestem z Wrocławia. Skąd ja jesteś? pochodzę z Pomorza Zachodniego. Pomorze, jakie tam miasto? Pomorze Zachodnie, Złocieniec. Złocieniec? Nie, Gdańsk to jest Pomorze. A ja jestem Pomorze Zachodnie, Zapadne. No i tak, no jestem z poniemieckiego miasta, a moja rodzina, na przykład ostatnio w ogóle się dowiedziałem takiej bardzo ciekawej rzeczy na temat swojej rodziny, na temat swoich korzeni, że mój pradziadek pochodził z, już nie pamiętam nazwy, ale tam jest teraz Białoruś. Grodno. Nie takie duże. Nie. O, musiałbym. Nie. A co myślisz o Białorusinach?
Wiesz Białorusinów tu w Polsce? Oczywiście poznałem trochę Co to Białorusinów. jest za ludzie dla ciebie? Jak ty ich To znaczy tak, trafiłeś na dosyć specyficznego człowieka, ponieważ ja Białorusinów odbieram chyba tak jak wszystkich ludzi, To wszystko jedno. Wszystkie są ale ludzie. darzę ich specjalną sympatią, ponieważ są to Słowianie. Wiem, że naród białorusiński odnosi się z sympatią do Polaków. I myślę, A wiesz, że kiedyś byliśmy jednym państwem, Polacy, oczywiście, że Białorusy? tak. No tak, nie, Oczywiście, że tak. Ja uważam, że my w ogóle jesteśmy jednym narodem, ale to jest moja teoria, taka osobista. My, Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie także, chociaż wiem, że to jest niepopularne teraz tak mówić, wiem, ale wierzę w to, że także w Rosji są dobrzy ludzie, którzy sprzeciwiają wszędzie się są dobrzy ludzie, wszędzie reżimowi i wiem, że także w Ukrainie są dobrzy ludzie i wiem, że wszyscy jesteśmy Słowianami i wiem, że wszyscy jesteśmy braćmi tak naprawdę i dzieli nas tak naprawdę tylko polityka i tylko i wyłącznie ta polityka dzieli nas tylko i wyłącznie z tego powodu, że pozwalamy na to, że pozwalamy sobie tłoczyć do głowy różnego rodzaju ideologie, a prawda jest taka, że rozmawiamy jednym językiem, który jest trochę oczywiście zależnie od regionu zmodyfikowany, ale wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy my Słowianie, my Polacy, my Białorusini, my Ukraińcy, my Rosjanie, także tam, ja znam trochę Rosjan i to są dobrzy ludzie, którzy mieszkają tutaj i oni mieszkają tutaj właśnie z tego powodu. Z politycznego. Tak, ponieważ sprzeciwiają się temu systemowi. I wiem, że w Białorusi są także ludzie, którzy sprzeciwiają się systemowi i którzy są przeciwko wojnie i którzy chcą normalnie żyć, Przeciwko którzy chcą Łukaszence. pokoju i także przeciwko Łukaszence. Tak, oczywiście, że tak. Bo to jest chore, żeby jeden człowiek decydował i to taki stary człowiek, który Stary człowiek. nie nadąża No trochę. tak, on. tak. Oj, to jest bardzo... Dobrze, to wtedy będziemy z tobą tam, jak to się mówić, żegnamy się, ok? Bo ja już chcę skończyć, pożegnać się ze swoimi wizorami i subskrybentami i jechać. Ja daleko żyję. Ja chciałbym tylko was, ludzie z Białorusi, oni są z Białorusi? Tak. Tak? Białorusini, kochani bracia, pamiętajcie, że polityka jest... Gówno. Tak jest. No. Jest gówno. Polityka jest gówno. I my wszyscy chcemy żyć normalnie. Mieć dom, rodzinę. Nie znam człowieka, który mi powie, że on nie chce mieć domu. Każdy chce mieć dom. My chcemy mieć spokój. I pamiętajcie, że w tych trudnych czasach, w których nieobliczalni ludzie podejrzewani o nieobliczalne, psychopatyczne rzeczy zarządzają naszym życiem. Pamiętajcie o tym, że I uważajcie na to. najważniejsze jest to, aby pozostać sobą i żeby kochać siebie nawzajem, bo to jest najważniejsze. Ja wiem, że ja mówię teraz takie oczywiste rzeczy, eto patos, da? Dla was może być eto patos. No, ja chcę wam сказать, że my bracia, my ludzie, my говорим похожим языком. No, mój ruski чуть-чуть niedobry. No, ja was lubię, ja was pozdrawiam was. Jesteście moimi braćmi i pamiętajcie o tym, że żadna władza, żaden polityk, nikt nie jest w stanie zadecydować o tym,
co ty robisz ze swoim życiem. I mam nadzieję, że na Białorusi skończy się reżim i że w Rosji тоже zakończy się reżim, bo Rosjanie тоже хорошие ludzie. W Rosji тоже u меня jest mnogo znajomych z Rosji i oni хорошие ludzie. Oni nie respektują tego gospodarstwa. No oni rebelianty. Jak u nas, Ty gadasz jak u was. jako polityk. Nie, ja nie jestem politykiem. Ja jestem człowiekiem. Ja jestem człowiekiem. Ja mówię w imieniu ludzi. Ja mówię w imieniu swoim przede wszystkim. Ja nie jestem żaden polityk. Ja jestem człowiekiem. Ja jestem człowiekiem. Wy, Rosjanie, Białorusini, w ogóle i wszystko teraz jest kontrowersyjne. Zauważcie, że teraz nie można mówić, w ogóle są jakieś zakazane słowa. Nie ma czegoś takiego jak zakazane słowa. Nie istnieje coś takiego. My jesteśmy wolni. My jesteśmy ludźmi, którzy chciałbym, żeby usłyszał mnie ktokolwiek, chociaż jeden z was. 80 człowiek nasz patrzy na nas. Chociaż jeden z was. Żeby mnie usłyszał. Żeby zrozumiał to, że jesteś człowiekiem. Nie jesteś systemem. System jest zły. Okej. System to jest zło, polityka to jest zło, wojna to jest zło, Ameryka to jest zło, kapitalizm to jest zło, komunizm to jest zło i socjalizm to jest zło. Все, давай, żegnamy się. No, do widzenia. Przyjemno było cię poznać. Do widzenia. Ну, сябры. Ну что, сябры, надо мне каратей. Сябры, каратей, надо мне каратей валить. А то jeszcze ко мне кто-нибудь подойдет. Зараз я вам покажу еще город. Все разошлись, бачите? Ну, нормально он дал, да? Так, что, все, вы все разбежались, что ли? Ну, понятно, все. Ну, сябры, сорян, не хотел его быстро, не хотел. Ну, видите, как нормально так он говорил. Так, что вы тут пишете еще? Ну, уже, наверное, будем расставаться, да? Сябры, дайте знать, вы тут, не тут. Я иду в сторону дома. Где вы? Тут, не тут. Вот, вечерний Вроцлав. Пройдемся тут. Что-то вы вообще не пишете, я уже боюсь. Вы чего, ребята? Вы что, сябры? Зараз переобулися. Так. Да, уже просто, знаете, про это как бы говорить. Про их всех уже и говорить. Блин, ну не хочется, потому что, как, блин, знаете, я же тоже все цудовно отшиваю, что как заезженная пластинка. Как заезженная пластинка. Одно и то же. Вот. Да, слушай, а ты что, за межой? Василь Свитка, ты что, за межой? Тут так мы. Ну, нормально такую тираду парень задвинул, да? Он просто, трахец был под этим, под шофе. Трахец был под шофе. Шкода, что зараз маловато святла на гэтым телефоне, и он, как бы, бачыце, дае дрэнную картинку. Но зато я вельмі задаволены, что гук просто моща. Вот, бачите, тут отели такие шикоўныя, хорошие. 4 зорки. Вось. Это улица. Так, еще один аналитик нашелся. Ну, бачите, он так довольно складно размаўляе. Нормально он так поговорил, не? Так, ось, глядите. Ось одна сторона. Так, а ось другая. Так ты эвакуація. Зрозуміло. А то я так чомусь думав, ти похож на одного хлопця просто. У него такой аватар, похожий, как у себя, какие-то там усы такие тоже сивые. Вот, то и он в Беларуси. Я чомусь думав, що ти так само в Білорусі.
Ось. Ось, бедронка. О, мне надо еще зайти в бедронку. Ну ладно, в другую зайду, может. Что-нибудь надо купить. Какие-нибудь... Хлеб мне надо купить. Я такого супа сварил классного вчера, и хлеб весь съел. Начал глядеть фильм випадково «Касл Рок» по Стівену Кінгу. Но мне, конечно, Стівен Кінг подобається. Я раньше его так как бы игноровал, але ось у Тюрагі ён так добра отвлекал от всего. Такие романы я там прочитал, там шмат чаго. Да, красиво, Европа. И мне подобаецца вельмі, што вось поляки, яны такие, ну вы ж ведаеце, що вам буду распавядаць. Но яны тут просто, бачыце, как мне падаецца, яны таксама ж адрозніваюцца, як у нас, напрыклад, і беларусы. А я сериал смотрю «Касл-Рок», адрозніваюцца яны. Ну, мне просто падабаецца, што яны такі на расслабухе. Яны не спешат. Вот бывает там заказ, там тупишь заказом, они вообще не злятся ніколі там на тебя, что ты там, ну, ведаете, бывает, там холодное привезешь, потому что тупишь там, ходишь по кругу, не можешь разобраться, куда тебе занести. Такие на спокойнее все, спокойнее, типа, чувак, спокойнее. Ну, и да, яны яшчэ так ставятся до курьеров, как до таких, знаете, как бы несчастных людей, поэтому они их не шапаются. Так, про дом на вершине холма, это он? Нет, «Касл Рок» я только вот 2 серии проглядел. Цитри, но мне вельмі сподобалося. Такой фильм, как бы, ну, классный. Ось. Ну тут, наверное, не вельмі бачно, видите? Вот такие улицы. Вот. Бачите? Блин, а куда я выхожу? Мне ж надо домой ехать. Так, домой. Я вот вам скажу, что я был у Вильнюсе. Погляди фильм на реальной истории «Истина и измена». Впечатление оставил надолго. «Бункер». Блин, надо это все мне... Да, сябры, я вам скажу, что мне вогуле неколи глядеть. Вообще неколи глядеть. Я все время, блин, как-то либо працую, либо кино роблю. И тут как-то так устал, что стал, как бы, думаю, посмотрю кино, короче. Вот. И я ж еще... Мне тут подвезло. Мне оплатили курсы польского. Блин, я вот занимаюсь с 9 до 12 по субботам польской мовой. Блин, вообще круто. Наставница полька. Вот, вообще офигенно, просто офигенно. Вот. Вельмі мне подобається. Мова. И вот этот фильм про машину, который я снял на польском языке, все полностью озвучил, я там выложил на канале, выложил я... Где ж я его выложил? На Фейсбуке, наверное, выложил. Ну, вот поглядите так для прикола. Ось поглядите, який у меня польский. Як я по-польски размовляю. Ось. Я как бы хочу удосконаливаться, потому что мне подобается размовлять на разных языках. Я и стараюсь там, где тут есть эти темноскурые негры, так я с ними по-английски, там, по-испански. Ну, так редко, конечно, но зацепишься там, они что же там на Убере работают. Так, то я размовляю «How are you? I want 2 beer». Да, я зайду, у меня... Так. Так, а что мне отдыхать? Сябры, что мне отдыхать? Что мне отдыхать? Так. Так, вот это вот галерея Доминикана. Вот, каратей. Сябры, я живу у тым баку. Вот у тым. Мне надо туды будзе ехать.
Так, зеленка горить. Зараз летим. Так, спокойно. Тут, короче, Вроцлав очень тяжкий по транспорту ездить. Тут просто дикий ад. Понимаете? Дикий ад. Вот. Дикий ад. Трамваи. Живе. Так, ну что тогда, сябры, будем развитываться, окей? Мне надо эту треногу скласти. Треногу надо скласти. Доехать до хаты. До Польши не говорил. Чуть-чуть там казал. Я ж как-то в Польше прожил десь з півгоди. У 98-м. І тоді я навчився. Але потім, ну не то, что все забыл. Ось, десятка была моя. Ну ладно, я-то поспею. Так, на ней страшно тут ездить. Я один раз чуть не попал, бля, под трамвай. Короче, стал на пути. Короче, ну его нафиг. Сейчас мой штурман приедет с Вильнюса, мы будем с ним гонять. Ну, все тогда, сябры, будем развитываться. Зараз я тогда дорогу перейду и будем развитываться. Так что отключайтесь. Короче, вообще спешиваться надо везде, если нет красной полоски. Надо спешиваться везде. Но я не спешиваюсь, и многие не спешиваются. Я просто медленно еду, как будто я иду. Вот. Перед полицейскими, конечно, спешиваюсь. А так очень медленно, и поляки к этому нормально относятся вообще. Вот, смотрите, видите, какие тут... Вау, и тут летят, и там летят, понимаете? Так, ну что, сябры, ладно тогда. До побачення тоді. Дякую, що були со мною. Едет мой трамвай, уже буду ехать, окей? Ну, до побачення. Дякую за донати великі, за активність. Ну, со святом, з Днем волі. Ну, вернуться до хати би нам усім було б добре, хто хоче. До побачення.